Добрый вечер еще раз, уважаемые представители средств массовой информации. Как вам уже известно, в связи с произошедшими событиями 28-29 апреля 2021 года, пограничным инцидентом на кыргызско-таджикском участке госграницы Кыргызской Республики, министр иностранных дел Кыргызской Республики Руслан Ильич Казакбаев провел неоднократные переговоры со своим коллегой, министром иностранных дел Республики Таджикистан Сиражиддином Мухридином и другими представителями. В ходе этих переговоров были обсуждены дальнейшие совместные действия сторон, направленные на урегулирование данной ситуации. Министры иностранных дел подчеркнули крайнюю необходимость урегулирования конфликтной ситуации, которые привели к жертвам и раненым как с кыргызской, так и с таджикской стороны. Особо было отмечено урегулирование ситуации мирным путем посредством политико-дипломатических переговоров, за столом переговоров. Министр Казакбаев особо подчеркнул, что кыргызская сторона не претендует на чужие территории и своей землей ни с кем делиться не готова, не намерена. В данном контексте особый акцент был сделан на то, что все пограничные хозяйственные вопросы должны решаться за столом переговоров с участием высоких представителей в рамках правительственной комиссии по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Кыргызская сторона особо отметила важность укрепления доверия между государствами, особенно в районе границы, принятию мер по обеспечению безопасности и стабильности в приграничных районах, пресечению любых противоправных действий, направленных на усиление напряженности среди местного населения. В результате этих нескольких переговоров министры иностранных дел достигли договоренности о полном прекращении огня с 19:30 часов 29 апреля по бишкекскому времени, соответственно, с 18:30 часов по душанбинскому времени. Также договорились в течение самых ближайших часов провести встречу руководителей правоохранительных органов и местных исполнительных органов власти, где должны были быть обсуждены дальнейшие действия, совместные усилия. В качестве совместных мер стороны договорились проводить совместную информационно-разъяснительную работу двух стран с участием территориальных подразделений, мониторить обстановку на границе и патрулировать совместно. Стороны особо призвали не поддаваться провокациям отдельных деструктивных сил, которые могут быть не заинтересованы в стабильности в регионе. В развитии этих договоренностей по поручению глав государств Кыргызской Республики, Республики Таджикистан 29-го поздно вечером состоялась встреча представителей Кыргызской Республики, Республики Таджикистан в составе от кыргызской стороны полномочного представителя правительства Баткенской области, заместителя председателя ГКНБ, председателя пограничной службы Кыргызской Республики. С таджикской стороны был председатель ГКНБ Республики Таджикистан. В ходе по итогам этой встречи стороны подписали протокол встречи итоговой и приняли совместное заявление, в котором также были подтверждены ранее достигнутые договоренности глав внешнеполитических ведомств, о котором я уже сказала, что с 19:30 прекращение огня, отвод войсковых сил на территории постоянной дислокации, возврат, отвод и продолжение переговорного процесса по стабилизации обстановки на приграничных участках Баткенской области и Цагдийской области двух стран.
Также стороны договорились создать совместную рабочую группу из числа сотрудников правоохранительных органов и исполнительной власти, которые должны контролировать, реализовывать намеченные меры и создать соответствующие стабилизирующие условия для дальнейшего плодотворного, конструктивного продолжения переговорного процесса в интересах дружественных стран с учетом национальных интересов. Вот такая краткая информация по итогам проделанной работы Министерства иностранных дел. В кыргызской части комиссии есть специалисты соответствующих государственных органов Кыргызской республики. Это и земельные, и Госагентство земельных ресурсов, и картографы. Вот. Я имею в виду по наличию документов, наверное, они лучше ответят, но я хочу подтвердить то, что кыргызская сторона и раньше говорила. Водораспределительное сооружение головное находится на территории Кыргызской республики и принадлежит Кыргызской республике. Все, мне больше нечего Нет, добавить. а документ, вы видели сами этот документ? Документы... В интернете сейчас очень много фотографий, где вот написано, что вот этот там Кыргызская ССР во время Кыргызской ССР было построено. Водораспределительное сооружение головное было построено на средства Кыргызской ССР на тот момент. Выделены были, соответственно, деньги с министерства с Москвы. Вот, и построено оно было собственными силами, а если не ошибаюсь, строительно-монтажное какое-нибудь управление, по-моему, Ошской области. Второй вопрос. Вручена ли нота Таджикистану в связи с тем, что они находятся на сегодня на территории Кыргызстана, заняли кыргызские села. Граждане Таджикистана мародерствуют в селе Арка. Какие-то действия были, скажем, те же ноты или заявления? Спасибо. В департаменте консульской службы открыта горячая линия. Насколько я знаю, распространены контактные телефоны не только департамента консульской службы, но и нашего посольства в Таджикистане для соответствующего обращения всех граждан Кыргызской республики, временно или постоянно пребывающих в Таджикистане. Сколько? По консульскому учету я сейчас затрудняюсь ответить, сколько граждан состоит на консульском учете, но по последней информации посольства было несколько обращений граждан Кыргызстана, которые являются водителями большегрузных авто. И в данное время они находятся в разных районах, областях Таджикистана. Соответственно, они звонили, спрашивали, как им быть дальше, и разъяснения были даны нашим посольством. Второй вопрос еще. По ноте. По ноте в настоящее время ни кыргызская сторона, ни таджикская сторона никаких нот протеста друг другу не передавала, не вручала. Остальное все находится в переговорном процессе. МИД устраивает, да, что села заняты Таджикистаном? Нет, это провокационный вопрос, МИД устраивает или нет. Да. Что-то будет делать? Да, вы просто... Вам только что мой коллега рассказал о предпринимаемых мерах со стороны Министерства иностранных дел. Процесс переговорный продолжается. Министры иностранных дел находятся на постоянной связи. Буквально сегодня было несколько телефонных разговоров между ними. Агентство антипресс Олег, вот вы сказали, что сегодня идут переговоры. Вы можете сказать, сколько переговоров было произведено, да, министрами, между посольствами, какая сегодня работа производится по урегулированию конфликта? И вчера вот вы сказали, что после 8 часов была договоренность о прекращении огня, да? Но как бы эта договоренность была нарушена. С чьей стороны было нарушение? Удалось ли вам? Ну, мы бы не стали так громко заявлять, что прям нарушено, потому что, ну, вы сами понимаете, что вот когда договариваются, ставят время для того, чтобы реализовать все эти договоренности, требуется какое-то продолжительное время. То есть
Соответствующие поручения из Бишкека, из Душанбе на места были даны. Поэтому я, скорее всего, думаю, что это просто занимает, ну, то, что заняло определенное время отвод военных сил. Нет, на мой первый вопрос не ответили. По... По работе. сколько было переговоров? Да. Какие переговоры, с кем, кто? Ну, я могу ответить только за Министерство иностранных дел. Да. Между министрами иностранных дел 29 апреля состоялось три телефонных разговора. Сегодня утром, в полдень, по-моему, там уже это нужно Они на постоянной связи по телефону. переподтверждать. То есть Сегодня один раз такой. нет, почему не только один раз, а сегодня тоже несколько раз были разговоры.